Всем привет, с вами Евгений с Rodroid.com. Наконец-то ко мне прилетела вот такая вот посылка, а внутри находится стекло от фирмы Nilkin под названием Amazing H+ 9H. Стекло приходит вот в такой вот упаковке. Упаковка достаточно прикольная. Все сделано на высшем уровне, тут не придраться. В упаковке со стеклом мы имеем пакетик с инструментами для его наклеивания, а также само стекло, которое находится в отдельном пакетике, прикреплено к пластиковой пластине, для того, чтобы при транспортировке никоим образом не могло деформироваться. И это очень классно. Nilkin в этом смысле просто молодцы. Также вместе со стеклом в комплекте мы получаем 4 наклейки для колечка для камеры. То есть очень странно, почему их 4 штуки, но, как говорится, чем больше, тем лучше. В пакетике с причиндалами для наклеивания мы имеем 2 салфетки, одна влажная, другая сухая. Влажную мы протираем перед наклеиванием, она на спирту. Второй мы вытираем то, что развезли, в общем, влажной салфеткой. От одной переходим к следующей. Кроме этого мы имеем пленку для сбора разнообразной пыли, также тряпочку из микрофибры, а также 2 наклейки. Одна из них для убирания из-под стекла какой-либо пыли, и вторая для того, чтобы, собственно говоря, поддевать стекло, если оно неправильно наклеится на смартфон. Кроме этого всего, в комплекте идет инструкция по самому наклеиванию, что, в общем, неплохо. Инструкция, кстати, достаточно подробная. Следующую часть обзора я продолжу через примерно неделю после того, как попользуюсь самим стеклом, и склею это видео в одно. Итак, прошло чуть больше недели, и я готов поделиться своими мыслями относительно стекла Nilkin Amazing Glass H+. Вообще у меня произошла интересная история с этим видео. Первую версию этого видео я снял несколько дней назад и уже думал выкладывать, но что-то закрутился, и оно так и осталось в сторонке. А тем временем появились новые подробности, которыми я захотел с вами поделиться. И, собственно говоря, пришлось снимать его заново. Лично мне очень нравится родное стекло Nexus. Оно очень гладкое и приятное. Как по тактильным ощущениям, так и по отношению к отпечаткам пальцев, так как они с него стираются просто на отлично. Именно с ним я буду сравнивать стекло Nilkin на протяжении всего видео. На форумах очень горячо обсуждается то, что Nilkin Amazing Glass H+ это вовсе не стекло, а какой-то особый сплав или вообще пластик. Однозначно опровергнуть или подтвердить такие утверждения я, увы, не смогу, так как я его не курочил, не отдирал полностью, да в общем и не собираюсь. Но на вид и на ощупь стекло стеклом. В полном понимании этого слова. Стеклом Nilkin, в общем, более приятно пользоваться, чем обычной пленкой. Хотя, на мой взгляд, оно немного толстовато, но в использовании это совсем не ощущается. Я думаю, в этом помогают очень хорошо сглаженные края. За счет этого очень удобно выполнять разнообразные свайпы, открыв экрана. И если вы используете какой-то чехол, тогда вы вообще не почувствуете никакой разницы с обычным стеклом по толщине. Единственное, как можно определить, что у вас наклеено какое-либо стекло на смартфоне, это по датчикам, которые не прикрыты. Но лично я полагаю, что в отношении стекла Nilkin чем толще, тем лучше по защитным качествам. То есть ничего не побьется, ничего не отколется. Увы, больше ничего хорошего я о стекле Nilkin сказать не могу. Думаю, вы уже успели заметить, что в правом верхнем углу есть вот такой вот интересный момент. Скажу честно, Nilkin тут совершенно ни при чем. Это моя вина, и я сам запорол первое наклеивание стекла. Первый раз я немного неровно его наклеил, и пришлось 2 раза его полностью переклеивать. Отдирать за этот угол и клеить по новой. К сожалению, те наклейки, которые шли в комплекте для этой процедуры, для процедуры отклеивания и наклеивания по новой, оказались полностью бесполезными. Я так себе представляю, что эти наклейки должны выручать при работе с обычной пленкой, но, к сожалению, не со стеклом. И если честно, то меня это очень разочаровало. По сути, после первого наклеивания у вас нет дороги назад. Безусловно, можно искать разнообразные способы, типа разогреть стекло феном, двигать его взад-назад. Но в конечном итоге в комплекте не было решения моей проблемы. На мой взгляд, это
нехилый такой минус. Еще до приобретения стекла Nilkin я заметил, что на форумах достаточно много народу жалуются на пузырьки воздуха, которые застряли под стеклом и не рассасываются со временем. Причем эта проблема, как я понял, не зависит от того, насколько качественно наклеено стекло на смартфон. Лично у меня, к примеру, после первого же наклеивания появилось несколько скоплений пузырьков по форме напоминающих паутинки, не знаю, ли будет видно это на видео. Снизу здесь одно такое скопление и сверху вот здесь возле камеры второе. Пытаюсь сфокусироваться. По сути, в использовании это никак не мешает, но визуально ужасно бесит. Просто выбешивает меня ежедневно, я на них смотрю, глаз режет, хочется просто бросить телефон о пол и чтобы больше не видеть такого безобразия. Также не могу не отметить, что данная проблема с пузырьками воздуха проявляет себя не в 100% случаев. На тех же форумах было немало замечаний от тех пользователей, у которых все с этим моментом было нормально. Имейте это в виду. Дальше хочу замолвить несколько слов, собственно, о самом использовании этого стекла, о гладкости и устойчивости к отпечаткам пальцев. Если бы я снимал это видео в первые дни использования, то я сказал бы, что все круто, все гладко и приятно и тому подобное. Но, как я отметил в начале этого обзора, не все так просто. Мой сценарий использования телефона таков. По сути, целый день телефон проводит в кармане джинсов. Иногда я его вытягиваю для того, чтобы сделать что-либо на экране смартфона. И после этого обратно помещаю его в карман. Обычно трения ткань в кармане достаточно для того, чтобы стекло всегда оставалось кристально чистым. Да, в общем, и с этим стеклом, с Nilkin, в первую неделю было именно так. Засунул в карман, через несколько минут вытащил, и оно полностью чистое, без всяких отпечатков пальцев, без всяческих разводов. Но, к сожалению, в последние несколько дней я начал замечать, что отпечатков пальцев остается все больше, и стираются они все сложнее и сложнее. Естественно, первое, что могло прийти на ум, это просто помыть руки и помыть само стекло, конечно, что, в общем-то, я и сделал. И это помогло, но решило эту проблему всего на несколько часов, и не больше. После этого снова постоянно замызганное стекло. И интересно то, что сейчас, когда я достаю телефон из кармана, вся грязь скатывается как-то по определенному на правой стороне экрана в моем случае. То есть телефон постоянно лежит у меня в правом кармане джинс, то и грязь скатывается вот на этой части экрана. Я попытаюсь продемонстрировать вам это на видео, надеюсь, что получится. Если нет, то просто придется вам померить мне на слово. И с каждым разом этой грязи становится все больше и больше. Вот как вы могли заметить уже от начала видео, стекло так достаточно нехило заляпано отпечатками пальцев. И обратите внимание на то, что если я просто хочу рукой убрать их с экрана, то ничего не получается, а просто разводы, разводы и разводы. Очень неприятно. И даже больше. Если я возьму специальную тряпочку, давайте я вам покажу. Вот у меня есть специальная тряпочка, и даже тряпочка я в легкую попытаюсь протереть это стекло, то есть без каких-либо усилий. То, как вы можете заметить, грязь просто разводами ездит по стеклу и остается на своем месте. По сути, не намного отличается от обычных пластиковых пленок, а то и от некоторых пленок отличается в худшую сторону. Безусловно, я не могу судить по количеству жира на стекле однозначно. Быть может, у меня какие-то неправильные руки, или там, где я нахожусь, есть какой-то повышенный процент пыли и жира в воздухе. Но возникает такой вопрос, почему с родным стеклом Nexus такого не происходило? Интересно. Вывод из всего вышесказанного очень простой. Я никому не могу посоветовать стекло Nilkin Amazing Glass H+ к покупке. Тех $16, которые я за него уплатил, оно не стоит в принципе. Но в любом случае решение покупать или не покупать за вами. Надеюсь, этот обзор будет кому-нибудь полезен. На сегодня на этом все. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.